Почему в Абхазии вспыхнули беспорядки? Кто стоит за этими протестами? Внешние силы, внутренние оппозиционеры или сами власти республики? И какова роль России в этом конфликте? Мосты перекрыты, здание службы безопасности подверглось нападению, а депутаты становятся жертвами насилия. Эти события встревожили не только местное население, но и Москву. Основной причиной называют предстоящее соглашение об инвестициях из России, которое раскололо абхазское общество. Не забудьте подписаться на наш канал и нажать колокольчик, чтобы первыми узнать, к чему приведет эта ситуация. Мы продолжаем следить за каждым шагом сторон, чтобы раскрыть все детали. Но почему часть абхазов категорически против сотрудничества с русскими? Эксперты говорят о страхе потери контроля над туристической индустрией и зависимостью от российских бизнесменов. Однако за этим скрываются еще более глубокие интересы, о которых мы расскажем дальше. Среди абхазов распространяется мнение, что российские инвестиции станут началом зависимости республики от Москвы. Говорят о том, что крупные отели, построенные россиянами, вытеснят местный бизнес, оставив частников без дохода. В этой риторике активно используется сравнение с событиями в Армении, где, по мнению некоторых, излишняя близость с Россией привела к потере Карабаха. На этом фоне в социальных сетях разгоняется идея, что Абхазия может стать вассалом России. Протестующие, вооружившись этими аргументами, требуют отказа от соглашений и обвиняют власти в предательстве интересов народа. Однако эксперты указывают, соглашение с Россией может стать спасением для региона. По данным политолога Аслана Рубаева, инвестиции откроют новые рабочие места, оживят туристическую инфраструктуру и помогут сократить безработицу. Но почему такая важная информация не доходит до населения? И кто на самом деле подогревает протесты, направляя их против Москвы? Ведь за кулисами этого конфликта могут стоять гораздо более мощные игроки. На фоне протестов в Абхазии все чаще звучит имя бывшего серого кардинала Кремля, Владислава Суркова. Политолог Аслан Рубаев предполагает, что за организацией беспорядков могут стоять сторонние силы, использующие ситуацию в республике для давления на Россию. Не меньшую роль играют и турецкие компании, активно работающие в Абхазии. Их присутствие вызывает опасения, что республике грозит судьба Карабаха. Укрепление позиций Турции в регионе может привести к усилению ее влияния. А это не устраивает ни Москву, ни местных националистов. Вопрос о том, кто действительно манипулирует протестами, остается открытым. Тем временем президент Абхазии Аслан Бжания ведет себя неоднозначно. То он заявляет о намерении уйти в отставку, то передумывает, а его действия только добавляют напряжения. Но что, если нынешние волнения — это лишь ширма для решения внутренних проблем? И действительно ли оппозиция преследует интересы народа? Или все дело в борьбе за финансовые потоки? За протестами в Абхазии может скрываться не только борьба за туристическую индустрию, но и за контроль над российскими дотациями. Эксперты отмечают, что местные элиты привыкли получать преференции от Москвы, ничего не предлагая взамен. По словам Аслана Рубаева, эти дотации часто оседают в карманах отдельных кланов, которые конкурируют за власть. Абхазские политики хотят, чтобы Россия продолжала субсидировать республику, вместо того, чтобы вкладывать деньги в частные инвестиции, считает Рубаев. Таким образом, протесты могут быть организованы с целью сохранить текущую систему распределения средств, которая устраивает местные элиты. Между тем, рядовые граждане республики от российских инвестиций только выиграют. Рабочие места, повышение уровня жизни, развитие инфраструктуры. Однако недостаток информационной работы со стороны Москвы привел к тому, что население находится под влиянием сторонней пропаганды. Но хватит ли усилий у России и действующего руководства Абхазии, чтобы донести правду до людей? Или республику ждет новый виток конфликта? Сложившаяся ситуация в Абхазии обнажила серьезные проблемы в коммуникации между Москвой и республикой. Российские инвестиции, которые могли бы превратить Абхазию в процветающий регион, оказались под огнем критики из-за недостаточной разъяснительной работы. Вместо этого в информационное поле были запущены мифы о зависимости и потере суверенитета. На этом фоне особенно активно действуют оппозиционные силы, которые, похоже, преследуют свои цели.
Эксперты указывают, что главная причина протестов — не забота о народе, а желание сохранить контроль над финансовыми потоками. Президент Абхазии Аслан Бжания, вместо того, чтобы разрядить обстановку, усугубляет ее своим непоследовательным поведением. Это дает оппозиции дополнительные аргументы, усиливая ее влияние на протестующих. Но готовы ли абхазские власти и Москва объединить усилия, чтобы урегулировать ситуацию? Или кризис затянется, угрожая перерасти в серьезное противостояние, способное изменить политическую карту региона? Пока протесты в Абхазии набирают обороты, все больше жителей республики начинают осознавать, что главными бенефициарами конфликта могут стать те, кто привык использовать государственные дотации в личных интересах. Оппозиция, выступающая против соглашений с Россией, активно манипулирует настроениями граждан, подогревая недоверие к возможным изменениям. Тем временем Москва готова предложить Абхазии не только финансовую поддержку, но и развитие туризма, инфраструктуры и новых рабочих мест. Однако информационная работа остается слабым звеном. Это открывает пространство для внешних игроков, таких как Турция, которая заинтересована в расширении своего влияния в регионе. Президент Бжания, балансирующий между оппозицией и необходимостью укреплять отношения с Россией, рискует потерять доверие обеих сторон. Его действия, которые больше напоминают политическую игру, нежели планомерное управление кризисом, становятся дополнительным фактором нестабильности. Но смогут ли власти Абхазии выйти из этого политического тупика, пока у них еще есть поддержка Москвы? Абхазия стоит на перепутье. Либо республика воспользуется предложением России и выйдет на новый уровень развития, либо останется заложницей внутренних клановых интересов и внешнего давления. Протесты, которые начались с недовольства соглашениями об инвестициях, вскрыли глубинные проблемы управления и распределения ресурсов в регионе. Эксперты предупреждают, что продолжение конфликта может не только подорвать отношения с Россией, но и ослабить позиции самой республики. Это создает риск, что Абхазия станет объектом интереса более агрессивных игроков, таких как Турция или Грузия. Однако у региона еще есть шанс на стабильное развитие. Для этого необходимо не только урегулировать текущий кризис, но и наладить диалог с населением, объяснив преимущества сотрудничества с Москвой. Россия, в свою очередь, должна усилить свое присутствие в информационном поле, чтобы противостоять пропаганде оппозиции и внешних сил. Не забудьте поставить палец вверх и подписаться на наш канал. Мы продолжаем следить за этой ситуацией и разбирать ее последствия. Делитесь своими мыслями. Сможет ли Абхазия преодолеть кризис и выйти на новый уровень развития? Ваш голос очень важен.